Звонит мне номер +702 и так далее. Я, как обычно, подумал, что это реклама или боты, звонят. Не хотел брать, и все-таки взял. Звонивший спрашивает: Дилер Искендерович, то есть меня, говорит, что он в рамках уголовного дела о мошенничестве, и что этот разговор записывается, и я должен дать согласие нераспространения информации о данном разговоре. Первый крючок – запугивание. Даю согласие. Далее человек ставит мне в известность, что мои данные были украдены мошенниками и с помощью меня отправляет деньги в Украину на спонсирование разного рода мероприятий. Я немного напрягся. Не хочется как-то быть спонсором какого-то спонсирования. Но он мне напоминает, что данное спонсирование дружественного государства карается законом, что в принципе в нынешних реалиях объяснять особо и не нужно. Этот крючок направлен на страх, потому что никто не хочет вляпаться в такую историю. С этого момента я начинаю слушать внимательнее. Спрашивает, есть ли у меня ручка, мне нужно записать кое-какие данные. Я беру листок и ручку и записываю, как Иванов Иван Иванович. Старший лейтенант ГУ МВД Москва, и называет адрес. Он объясняет мне, что когда со мной свяжутся из ФСБ, я должен буду сослаться на него, чтобы они были в курсе дела. Простой человек при слове ФСБ начинает напрягаться и переживать. Именно на это и направлены эти действия. Далее спрашивают у меня, есть ли в Украине родственники. Говорю, что нет. Это первый серьезный крючок, потому что многие имеют родственников там и отправляли деньги или ранее получали их. Старший лейтенант у меня спрашивает, отправлял ли я деньги. Я говорю, что нет. Далее он говорит, что выступает по поручению Центрального банка, в ведомстве которого находятся все банки, и начинает их перечислять. В том числе и РНКБ Тинькофф, то есть мои. Спрашивает у меня, есть ли у меня счета. Отвечаю, что да, вот в этих двух банков, и это на самом деле второй крючок, потому что у кого сейчас нет таких счетов. Далее он спрашивает у меня, когда я в последний раз был в банке РНКБ, уточняет город. Я спрашиваю, зачем вам мой город? Он объясняет тем, что МВД в моем городе меня вызовут как свидетеля. Я называю свой город, мало ли. Я, честно говоря, физически не хожу в банки, поэтому давно там не был. Он настаивает меня, чтобы я вспомнил, и мы остановились примерно на полгода назад. Далее спрашивают о подозрительных действиях сотрудников банка. Я уточняю, что это за действия такие могут быть. Отвечает, честно говоря, хамовато. Мол, что не понимаешь, что-то подозрительное. Я говорю, что нет. Дальше он меня спрашивает, носил ли я с собой паспорт. Я говорю, что я не помню. На самом деле не помню. Отвечаю, что не помню. Далее он уточняет, какое именно отделение я посещал, и называет оба. Интересный момент. Я так понял, что он сидит с открытой картой и видит физически, где какие банки находятся, какие отделения. Потому что он называет объекты рядом, которые может знать только человек, который живет в Бахчисарае. Кстати, хочу заметить, что весь наш диалог идет на фоне говорящих людей. И из таких фраз я понимаю, что там какие-то оперативные мероприятия идут. Такая заготовочка. Со мной человек говорит не в тишине, а это постоянным... со мной человек говорит не в тишине, а это, знаете, как внушает доверие, что человек работает. Этот, кстати, тоже крючок, который позволяет дополнительно поверить в происходящее. Все время он напоминает, кстати, что ему не нужно называть никакие счета, никакие пароли, что эта информация нужна мошенникам, тем самым усыпляя мою бдительность. За беседу он повторил раза 4 это. Это тоже является крючком, так как обычные люди ждут, что у них будут спрашивать эту информацию. А здесь человек сам заранее говорит, что нет, мне эта информация не нужна. Также он говорит все время, без остановки, как будто читает с листа. Он вообще не дает времени подумать и обдумать услышанное. Все время идет прессинг информации. Далее спрашивают у меня, какие отношения у меня с банком. РНКБ и Тинькофф, есть ли у меня какие-то зарплатный фонд, кредитки, депозит и так далее. В общем, всю банковскую подноготную. Я спрашиваю, а когда и на какую сумму мошенники хотели перевести деньги, то есть совершить транзакцию? Он отвечает, что сегодня хотели на сумму 100 тысяч. Далее спрашивают у меня, есть ли у меня такие деньги на депозите, которые находятся под угрозой, и мошенники, возможно, их могут украсть. То есть он подумал, что я в трезвой памяти, вот так вот у меня лежат 100 тысяч, и я не делаю никаких покупки на Wildberries. Видать, человек давно сидит, мотает свой срок, раз не слышал про такие очень удобные интернет-магазины. Я не покупаю билеты в Стамбул, я не беру барашка на Айбарам. У меня 3 детей. О чем он вообще думал?
Один раз нормально купить одежду, и вот уже занимаешь у брата на бензин. Честно говоря, слов нет. Так возмутил меня этот человек. А у вас как дела?